Подойди ко мне, мой город, присядем на берег крутой. Ты от века сего еще молод, и мне дальше шагать с тобой. Будет с нами тихою речкой шумный волжский прибой. Люди не камни, срок скоротечный, а ты из камня живой. Серый камень, дорожная пыль, вы запомнили всех и всего, но скажите, что люди забыли и не вспомнят о том ничего. Эхо гулких шагов мостовой вдруг уносит неясную даль. Ты запомнишь ли, что был с тобой, когда сердце станет устало? Скульптор Кондрашкин изготовил бюст Андриана Григорьевича Николаева для города Варны, в Болгарии поставить. Болгары его считали своим сыном. Они тоже были рады, как мы в Чувашии радовались. Дунайские Болгарии и Волжские Болгарии, это же, по сути, это братья. Но Андриан Григорьевич меня называл братишкой. Я с ним встречался. К нему близко не подпускала охрана. А мне надо было взять его для газеты подпись. Ни черта не подпускать. Целый день ходил за ним. Потом в Шоршилах, в клубе. И уже конец у меня не получается. Задание не могу выполнить. Я записку сел в передний ряд. Напротив него записку написал и передал ему. Он мне ответил: после встречи подойди к окну. Вот, где спускаться мог, вот, иду к окну, а меня не пускают. Что? Вроде бы они идут рядом. Все, он это заметил, потому что ждет, что я буду. И это мой братишка, родной брат. Пустите. И после этого меня пустили, и он вот беседовали, и подписал, а текст пишите сами. Потом мы идем в столовую, меня не отпускают от себя. Пойдем. И посадил через стол напротив себя. Почему такое внимание? То не понимаю. Вот. Он уловил ли его такой характер? Вроде бы дважды герой, неземной человек. Я же говорю, подойти невозможно. А душевный. Но меня нашел же способ, чтобы меня пустили. Он не будет объяснять там, кто он, зачем. Мой родной братишка, пустите его, и все. И никаких разговоров о других нет. Кстати, вот. Виталий Петрович, вот я сегодня только подумал, как так получилось, что Андриан Николаев проскочил космонавты. Ну вот сами подумайте, он, во-первых, не русский был, а чуваш. Я насколько хорошо знаю, что вот есть такое мнение, что даже во время войны героев, если представляли герою Советского Союза к награде, если он русский, он становился. Но если он не русский, могли только орденом дать. Орден. Но герой, что скажем, правда, то правда. Ну, как и он... по Чечне то же самое. Получают не чуваши, вместе воевали, чуваш, может быть, больше геройства проявил, не получает. И это неприязнь штабных крыс есть. Но Андриан прошел по заслугам. Во-первых, удивительно терпеливый, удивительно трудолюбивый и скромный, и не дурак. Умница. Я читал историю. Видите ведь, кто перед ними? Там ведь и татарин был, и другие национальности были. Не выдержали. Хоть и здоровье подходит, но поведением, похвальством, еще чем выбиваются. Андриан
не случайно прошел космонавты. Но него- Королев тоже многое видел, сидел, каких людей не видел, он по глазам Да. мог определить, честный парень, надежный парень или нет. Ну, у Андриана глаза особенные. Но и не только глаза. Во-первых, теплые и родные. Не чувашские. только, не только. Все его поведение. Да, да, Ну, да. вот. И это скромность, удивительно Скромность, да. скромность. Гагарин и то не такой скромный был. Я видел его в гостинице «Юность» в Москве. Мгм. Под шофе комсомольцами. И Андриан, я была, думаю, такого веселья не допускал никогда. Москвичи его любили. Вот один пример расскажу. Узнали, что я из Чувашии? О, про Андриана начали рассказывать. Какие вы чуваши, говорят? Вот Андриан развелся с Терешковой и дачу без слов оставил. А наши другие годами судятся за машину, за дачу, за домик. Какие вы? Какой народ? Андриан вот один рассказывает, у них дачи были рядом. Как это так? Он понять этого не может. Андриан, раз она ушла, то не надо ни дачи, ни машины. Пусть собирает. Не надо мне этого. Мгм. Без слов отдал. Я это не у Андриана Григорьевича слышал, от москвичей. Мгм. Но знающие его люди живут не в вакууме среди людей. Вот такой разговор был. Но я не писал об этом, не рассказывал, как он меня звал братишкой. И очень это меня, конечно, обрадовало. Другие тут письмо получили, и чего, хвалятся. Не надо хвалиться. Он всегда останется в нашем народе, его память. Это уже что-то написано. Это история уже. Все. Ну, Николай Григорьевич Кондрашкин, вот сегодня, во-первых, он как бы с Симбирска, с Ульяновска. Симбирск всегда у нас был культурным центром. И как бы вот продолжение Симбирска сегодняшним Николае Кондрашкине. Оттуда как бы идет вот такая позитивная энергия. Он как бы тянет своих там ульяновских, там и где только героев уже не поставил памятники. А в Чувашии вот это очень тормозится. Не получается у нас рассматривать вот эту идею. Вот на днях было высказано, вспоминая того же Андриана. А вот где памятник Андриана Григорьевича Николаева, я предлагаю, ведь космонавты каждый год приезжают. Вот от этого памятника и до памятника до Шоршел. Вот это не Марпасадское шоссе назвать, а проспект Космонавтов. Вот это вот от Андриана Григорьевича Николаева, когда космонавт приходит к нему, приезжают к памятнику. И от памятника они едут, в Шоршел едут. Вот этот участок назвать проспект Космонавтов. Это будет очень замечательно. Вот глава администрации у нас здесь работает, но не дорабатывает по этому вопросу. До них еще не дошло. Увековечить память надо космонавта. Ведь в гости едут его друзья каждый год. И он заслуживает, Андриан Григорьевич. И не только. Ведь Чувашия, она является родиной 3 космонавтов. Это ни одна область не имеет такое количество космонавтов, которые родила. А у нас Чувашская республика обладает таким мощным потенциалом. 3 космонавта. Такая идея была. Давай округленно скажем. В Чувашии после Ивана Грозного своих руководителей, настоящих руководителей не было. Нет. Хвалят Семена Ислюкова, толковый, умный, действительно выдвигавший республики
республики вперед. Остальные его ученики немного старались самостоятельности, кругозора, понимания развития мира. В этом мире народов нету у наших руководителей. Я это смело могу сказать, но время такое еще пришло, что растаскивать, когда растаскивается, когда каждый хочет жирный кусок себе в рот, то в такое время не о созидании, не о собирании, не о творчестве думают. Ну что делать? У нас многое не делается, когда есть возможность делать. Но все Вот, кстати, обвиняет народ. Народ как обвинишь? ну, народ ни в чем нельзя обвинять, конечно. Вести надо народ, указать на дорогу. Почему люди добровольно на войну с фашистами шли? Да. Что там их жирный кусок ждал? Ради орденов, медалей поехали. Ничего подобного. Защищали родину, защищали семью, защищали жизнь. А сейчас что толкуют? Что толкуют сейчас? Какая идея? Какая идеология? Ивану Грозному, Варнаве поклоняться? И это не 18, не 19 век, 21 век, век нанотехнологии, цифровой технологии. Назад нечего тянуть. А если вдруг мы говорим о наследии толковом, культурном, полезном, веками проверенный, они говорят: о, вы назад тянете. А на самом деле сами назад тянут. Вот писатель-романист Николай Максимов. Так, Николай Николаевич Максимов. «Путь белого лебедя». Шуля. И вот в книге «Путь белого лебедя» автор как будто определил в тех веках происшедшие события, отношение народа к этим чебоксарам. И чебоксарцы, как относились к чувашам в округе, вот он как бы очень правильно определил. Ведь чебоксары, по сути, он не мог быть столицей чувашского народа. И не должен был. В каком веке он старался? Вот вы сказали Ислюков. Да, было уважение людей к нему, и он, видимо, относился к собственному народу как руководитель. И вел, видимо, правильный курс. Ну а сейчас что делается? Город Чебоксары, по сути, он совсем не чувашский. Хотя нам очень хочется признавать и видеть в этом городе свою столицу. Но столица-то как мачеха нам. Верно подметили. Мы и сами нашей родине, как пасынки. Николай Николаевич Максимов, один из толковых, талантливых писателей. У него 10 романов, если сейчас не больше. Он у нас член Центрального совета старейшин, всегда выступает и замечания делает, толковые, умные. Я книгу и рецензию хотел писать, но у меня этой книги нет. Шурак Шенжуля. Мне запомнилось там поединок воевод. Юноша чувашский и Илья Муромец. Алибатор. Илья Муромец. Потом он сбивает, и у него головной убор, а видит перед ним мальчик, юноша. Молодой человек. И Илья Муромец остановился. Я не буду так воевать, потому что это будущий богатырь. Уже сейчас вот мне это запомнилось. Но насчет города, что делать? Наш короткий ум. Ленин знал Яковлев, знал чувашей, поэтому предлагал, чтобы Ульяновск был столицей, а не коммуну какой-то, не колхоз какой-то делать, а республику сразу, как Татарстан, как Башкортостан. Но наши умники
в кавычках умники, не додумались, давайте мы организуем трудовую коммуну. Ну что, 3 раза этот вопрос поднимал. Сейчас наши историки спорят. О, не поднимал. Это зафиксировано. Поднимал. Мы сами прохлопали. Прохлопали. И теперь обрусеет не только обрусеет. Народ. У нас ни один руководитель завода, крупное предприятие не был чуваш. Талвир брат был на электроаппаратом и на машиностроительном. И то их изжили. Потому что мафия своя, чья я не скажу, они поддерживают своих, а наши руководители ими не могут руководить. Республике нужен очень умный чуваш, он с неба не падает. Если Да, где-нибудь появляется талантливый, мудрый парень, его своими руками утопаем. Об этом Юрий Скворцов хорошо сказал. Как журавли над озером, как только вынырнет кто-нибудь, они его сцапают и проглатывают. На самом деле это так, если внимательно следить. Но не будем сейчас просто словами говорить, и это от этого толку не будет. Но если народ как-то, интеллигенция, в основном, я обвиняю интеллигенцию, не доярок, не трактористов, эти интеллигенции поумнеет, собьется в один круг, как декабристы, можем что-нибудь делать. Но пока у нас лидеры ходят подставные лица. Вот Чувашской народной академии уголка своего нет. У Чувашского союза краеведов стола своего нет. А как будто эти ненужные организации, они нужны и государству, и народу. Или этого они не понимают, но я не думаю, что не понимают, они не такие дураки. Или они не хотят, чтобы наш народ был умным. Расскажи мне, город, как было сотворение камня сего, как с любовью тебя обжигали, чтобы камень стал смыслом всего. А теперь стоишь небоскребом у Волги крутых берегов. Как без музы не станешь поэтом, без нас ты город рабов. Серый камень, дорожная пыль, вы запомнили всех и всего, но скажите, что люди забыли и не вспомнят о том ничего. Эхо гулких шагов мостовой вдруг уносит неясную даль. Ты запомнишь ли, что был с тобой, когда сердце станет устало? Серый камень, дорожная пыль, вы запомнили всех и всего, но скажите, что люди забыли и не вспомнят о том ничего. Эхо гулких шагов мостовой вдруг уносит неясную даль. Ты запомнишь ли, что был с тобой, когда сердце станет устало?